Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наши встречи, посвященные творчеству абазинского поэта Керима Леонидовича Мхце. И сегодня мне хотелось бы затронуть такой аспект, связанный с личностью Керима Леонидовича, а именно вопрос о том, как абазинской литературной критикой и абазинской общественностью в целом воспринималось и осмысливалось явление Керима Мхце. Вспомним, что первое стихотворение в абазинской газете юным поэтом было опубликовано 9 мая 1963 года, после чего, как мы уже говорили, уже начались регулярные публикации его произведения на страницах абазинской газеты. И вот прошел год с небольшим. И 21 августа 1964 года на заседании литературной секции «Абазин» проходило обсуждение очередного коллективного сборника абазинских писателей за 1964 год. И вот тогда известный писатель Кали Джигутанов предложил включить в этот сборник стихи юного школьника Керима Мхце. 2 стихотворения. И он сопроводил свое предложение вот такими словами, которые я обнаружил впоследствии в Государственном архиве Карачаево-Черкесии. Ему 15 лет всего, а пишет совершенно зрелые стихи. Я, как и вы, с особым вниманием слежу за каждым его стихом, появляющимся в газете. Вспомните, как мы начинали, и сравните, как начинает он. Отличные способности у этого мальчика. Вот через год после того, как Керим опубликовал первое свое стихотворение, о нем, профессиональным писателем абазинским, были сказаны вот такие почти восторженные слова. Это, конечно, для нас много что значит. В феврале следующего, 1965 года, первая печатная публикация, которая касалась творчества Керима Мхце, была осуществлена другой поэтессой абазинской Мирой Тлябичевой. Хочу процитировать вот небольшой фрагмент из ее высказывания. «Стихи Керима радуют как ничто другое. Какой бы темы он ни касался, пишет от всего сердца, заставляет слушать себя, размышлять, поверить в написанное им». Керим тогда учился в 8 классе. И вот такой отзыв поэтессы для него являлся, конечно же, большим комплиментом. Опять же, через 2 года, 25 мая 1967 года, уже другой абазинский поэт Бимурза Тхайцухов на страницах газеты «Коммунизм Алашара» дал стихам Керима такую развернутую оценку. «Передо мной лежат 100 стихотворений. Они еще не объединились в книгу, но объединятся. Некоторые из них еще не совсем зрелые, но созреют. Лучшие из них убеждают, что в будущем появятся еще лучшие стихи». Несмотря на свой юный возраст, Керим Мхце умеет воплощать в свои произведения глубокие философские мысли. Когда знакомишься с ними, возникает ощущение, будто написал их человек, много повидавший и много познавший. Он радует, чувствуешь в нем поэтическую искру. Когда размышляешь над этим, сердце начинает твердо верить. Керим – поэт. Он твердо стоит на дороге поэзии. Но я думаю, что такой отзыв я полагаю, что такой отзыв мог оказать честь не только начинающему стихотворцу. И сегодня мы не можем не выразить дани уважения, прозорливости Бимурзы Хангириевича за то, что он в 18-летнем молодом человеке увидел и оправданно увидел богатые задатки. После вот того случая, о котором мы только что говорили, буквально через 2 недели, а именно 6 июня 1967 года, в это время как раз Керим
сдавал выпускные экзамены, он оканчивал среднюю школу. И опять же, на заседании литературной секции «Абазин» проходило обсуждение первого сборника Керима МХЦ «Моя березка». Все выступавшие единодушно поддержали и рекомендовали к изданию этот сборник. И главная мысль выступления Бимурзы Тхайцухова на этом заседании сводилась к четкой формулировке: в литературу пришел поэт. Мира Тлябичева так выразила свое мнение. Что мне больше всего нравится? Честность до конца. Во всех стихах поэт прямо говорит обо всем, что на сердце, не боится выразить себя, свое отношение к миру. Калиджи Гутанов. Стихи его согреты искренностью и теплотой, обладают хорошей формой. Микаэль Чикатуев. Самое главное, Керим понимает и знает поэзию. Это все было сказано о 18-летнем стихотворце. И к нему состоявшиеся уже литераторы относились не просто как к начинающему поэту, а как к уже состоявшемуся поэту. Мне хотелось бы выразить это мнение после приведения их высказываний. Через 3 года, рецензируя второй сборник Керима МХЦ «Дороги и звезды», Бимурза Тхайцухов, который много внимания уделял творчеству Керима МХЦ, с удовлетворением отмечал творческий рост автора, его углубляющееся мышление, расширяющийся взгляд на жизнь. Цитирую. «Стихи Керима МХЦ, как правило, невелики по объему, но в каждом из них обнаруживается глубокая мысль. Это ощутимый успех молодого поэта». Осенью 1979 года вышел сборник литературно-критических статей известного абазинского литературоведа Владимира Батаховича Тугова. Здесь несколько страниц было посвящено анализу произведений Керима МХЦ. Так, останавливаясь на стихотворении «Охотник», авторитетный исследователь выразил в образе охотника, пустившегося на поиски златорогого оленя, черты нового поэтического мышления. Цитирую. «Образный язык поэта ясен. Златорогий олицетворяет счастье. Такие стихи для нашей литературы новы. В стихах вчерашнего дня человек был преисполнен счастья. Вопрос о том, найдет он его или не найдет, не ставился вообще. Теперь стало возможно и ставить такие вопросы, и размышлять над ними». Чуть ниже Тугов сделал такое обобщение. Снова цитирую. «Если раньше стихи наших поэтов напоминали барабанную дробь, то теперь в них слышится и звучание скрипки». Давайте выделим это словосочетание. Звучание скрипки. Вот то новое, по мнению литературоведа, что привнес с собой в национальную поэзию молодой автор. Новаторская черта Керима МХЦ была сформулирована образно, но абсолютно точно. В начале следующего года, 9 февраля 1980 года, на страницах Абазинской газеты большую и восторженную рецензию опубликовал поэт Микаэль Чикатуев. Он признал за Керимом наличие несомненного таланта, обозначил сущность его поэзии как лирику человечности и подчеркнул, что во всей книге нет ни одного слабого стихотворения. Все, вошедшее в сборник, отмечено печатью большой высокой поэзии, отмечал Микаэль. Подробно останавливаясь на интерпретации формы, содержания, музыкальной инструментовки стихотворений «Моя жизнь» и «Ребенок», Чикатуев приходил к мнению. Вот так, наверное, и должно выглядеть то, что именуется поэзией. В конце публикации Микаэль выражал глубокое и твердое убеждение в том, что имя молодого поэта зазвучит и встанет в один ряд с лучшими представителями абазинской национальной литературы. Через 5 лет, в 1985 году, в публикации, посвященной проблемам абазинского языка и литературы, тот же Микаэль Чикатуев посвятил Кериму МХЦ всего одну фразу, образную,
поэтическую фразу: «Абазинским горным родником, белым родником, увлекающим всякого, кто к нему прислушивается, просветляя всякого, кто из него пьет, вселяя в него большую надежду». Так звучит и живет среди нашего народа удивительная поэзия Керима Мхце. Здесь хочу отметить, что Микаэль Хаджиевич не часто раздавал такие комплименты своим собратьям. И поэтому его мнение для нас сегодня особенно ценно. Ну, пойдем дальше. В марте 1986 года в предисловии к подборке стихотворений Керима Мхце, опубликованных в национальной газете, поэт Бимурза Ткайцухов отмечал, что стихи Керима подобны роднику. Сколько ни черпай из них, при очередном прочтении они наполняются свежей мыслью. Каждое слово в них ласкает душу, затрагивает и будоражит нити сердца. В знакомом явлении обнаруживается и представляется то, что казалось невыразимым. Сообщая читателям, что новая книга поэта выйдет в следующем году, писатель выражал уверенность в том, что она загорится новой светлой звездой на национальном литературном небосклоне. Здесь речь шла о сборнике «В начале была любовь», которая действительно вышла в следующем 1987 году. И уже после того, как книга увидела свет, тот же поэт Бимурза Ткайцухов отозвался о ней следующим образом. Состоящая всего из 100 страниц, эта небольшая книжка, если взвесить ее сердцем, перевешивает золото. Керим Мхце твердо следует за поэтической звездой, не оглядываясь, не помышляя о возвращении. Он растворил себя в сложном, тревожном, трудном, но полном прекрасных надежд мире и идет вперед. Весной следующего 1988 года в 2 номерах национальной газеты была напечатана первая моя работа о Кериме под названием «Поэзия и жизнь». В ней приводилась интерпретация 14 стихотворений Керима, и нередко они сопровождались восторженным мнением, восторженной оценкой. Так о стихотворении «Далеко там где-то, далеко» говорилось следующее. Трудно отыскать другое произведение, которое может сравниться с ним по красоте слога и звучания. Голова кружится от этой прелестной мелодии, подобной сладчайшей песне. Такой песни и не отыскать на свете, разве что только услышать можно во сне. Относительно стихотворных миниатюр Керима утверждалось: эти маленькие стихи до того чисты, прекрасны, наполнены поэзией, что не только самые известные поэты современности, но и самые великие поэты прошлых эпох не постеснялись бы поставить под ними свои подписи. Помимо частных наблюдений, я приходил и к умозаключениям общего плана. Стихи Керима Мхце проникают в сердце, наполняют гордостью. Есть и у нас большой талант. Завершалась публикация мнением. Весь путь абазинской литературы, все ее открытия и богатства вместе с достижениями мировой поэзии влились в талант сердца Керима Мхце. Это подняло его высоко, придало его поэзии орлиный полет. Уже не молод этот орел, но и силы его раскрылись еще не до конца. Когда же они развернутся во всю мощь, вы увидите, как некогда в одном его стихотворении орлы обнаружили потерянное солнце и закружили вокруг него, так и он найдет свое солнце, найдет и загорится звездой. Летом того же 1988 года газета опубликовала рецензию поэтессы Фатимы Апсовой на маленькую поэму Керима Мхце. Она так и называлась «Маленький человек». И статья Фатимы Апсовой открывалась предреканием того, что поэзия Керима Мхце переживет свое время и никогда не устареет. Отмечая, что Керим
большой поэт, автор статьи настаивала: «Хочу подчеркнуть последние слова. Я убеждена в этом на все 100%». В первом номере «Национальной газеты» за 1989 год были помещены 3 читательских отзыва на творчество Керима. В одном из них Кишмакова, имени, к сожалению, не знаю, признавалась, что стихи Керима проникли в ее сердце. Другая читательница Гукева сообщала: «Я с воодушевлением называю Керима нашим абазинским Пушкиным. Очень люблю его стихи и горжусь тем, что у нас есть такой поэт». Третье письмо было подписано группой учениц Псышской средней школы. И, как мне кажется, они сумели выразить основной нерв творчества Керима Мхце. Цитирую. «Все мы знаем, что жизнь непроста, многогранна, и каждый человек должен занимать в ней свое определенное место. Мы читали об этом в книгах, да и учителя говорили нам об этом неоднократно. Но глубже всего эту проблему раскрыло перед нами небольшое стихотворение Керима Мхце «Ива». Что-то невыразимое словами вливает в нас это произведение. Стихи Керима пробуждают лучшие чувства. Когда берешь в руки книгу Мхце, о каждом стихотворении думаешь: вот это, наверное, самое лучшее. И так дочитываешь книгу до конца. Его стихи радуют и печалят. В них встречаешься с близкими тебе мыслями, проникающими до глубины души. Иногда пугаешься, как он узнал, как угадал то, что таится в нашем сердце. Столь нежно и печально умеет писать только Керим. И мы хотим, чтобы он еще долго радовал и заставлял нас плакать своими стихами, полными надежд и грусти. За 1991-1992 годы Джердисова Асият опубликовала на страницах абазинской газеты 4 статьи. Первые 3 из них большей частью рассматривали проявление в жизни тех проблем, которые затронул Керим в своих произведениях. 4-я статья, она называлась «Я жизни буду удивляться», открывалась заявлением общего характера. Я знаю, что поэзия Керима Мхце является классикой абазинской литературы. Хотя возраст автора нельзя назвать преклонным, но в поэзии он выступает мудрецом. Стихи его лишены искусственности. Все они оживлены идущим из сердца чувством, и ощущение такое, будто они разом появились на свет в готовом виде. Далее автор переходила к интерпретации стихотворений, попутно отмечая, что поэт обладает собственным почерком, незаимствованным и неповторимым поэтическим голосом. Подчеркивалось, что абазинский язык, считающийся трудным, неповоротливым, грубым, под рукой поэта в буквальном смысле играет. Констатируя, что вся поэзия Мхце – сплошная лирика, Джердисова замечала: во всем, что создано поэтом, проглядывает его личность. Если он повествует о радости, его улыбчивый взгляд просвечивает сквозь стихотворение. Если печалится, кажется, что слезы буквально льются из строк. Какой бы темы он ни касался, вскрывает ее столь глубоко, что при повторном чтении замечаешь мысль, на которую не обратил внимания в начале. И лишь после 3-го, 4-го обращения, когда насладишься радостью и печалью, перед тобой раскрывается безукоризненная техника исполнения. И снова поражаешься тому, как удалось ему в общеизвестном явлении выразить то, что, казалось, не имеет названия. В марте 1993 года «Национальная газета» обнародовала очередное высказывание Микаэля Хаджиевича Чикатуева о Кериме Мхце. Цитирую. «Возможно, в течение целого тысячелетия нам, абазинам, не доведется вырастить другого такого поэта, как Керим Мхце. Его нужно посадить на ладонь всех говорящих на нашем языке и лелеять». Осенью того же 1993 года в сентябре месяце была опубликована в газете
другая моя статья под названием «Оценят жизнь мою потом». Мне хотелось бы воспроизвести из этой статьи некоторые важные, с моей точки зрения, мысли, которые были дороги мне и тогда, и остаются таковыми и по настоящее время. Цитирую самого себя. Керим обладает огромным даром. Как никому другому удалось ему раскрыть перед читателем свое сердце и выразить все, что там клубилось и пылало. Грусть и отчаяние, самые светлые чувства и прекрасные надежды. Поэтому, наверное, его поэзия и оказалась столь близка людям, трогает сердца и делает их мягче. Я не встречал человека, который до такой степени соответствовал бы званию поэта. И характером, и манерой письма, и настроением, и образом лирического героя, и тем, как умеет дойти до самых потаенных уголков сердца, он не похож ни на одного из знакомых мне абазинских писателей. Из русских поэтов, как мне представляется, ближе всего к нему стоит Сергей Есенин. Некоторым такое соотнесение может показаться чрезмерным, но те, кто хорошо знаком с творчеством обоих поэтов, могут согласиться со мной. Их роднит боль за родную страну и свой народ, открытость лирического героя, нежность поэтического слова, умение передать невыразимые движения души, слияние природного и человеческого начала, умение выводить одно из другого, пояснить одним другое. Объединяет этих поэтов и свойственное им глубокое образное мышление. Керим возвел лирику на небывалую высоту, и она ни в чем не уступает вершинным достижениям мировой поэзии. Мне кажется, что многие до сих пор этого не понимают. Последующие поколения будут знать Керима лучше, чем мы, живущие с ним в одно и то же время, имеющие возможность подойти и поговорить с ним, принимающие с газетных полос еще теплые его стихи. Керим настолько близок к нам, что не можем до конца осознать истинное его значение. Есенин говорил: «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». Грустной традицией нашей жизни стало произнесение высоких речей перед памятниками усопших людей. Не пора ли образумиться? Не лучше ли эти же слова адресовать человеку еще при жизни? Наша литература еще не достигла поры зрелости. Она все еще развивается. И когда она раскроется в полную силу, возможно, то, что сегодня кажется превосходным, поблекнет и потеряет свое величие. И тем не менее, трудно представить, что когда-нибудь наступит время, через 20, 40, 80, 100 лет, что явится другой поэт, который будет писать лучше Керима. До того велик его талант, до того дышит он поэзией, до того поэзия проникла в его кровь, до того высокопоэтично все, что выходит из-под его пера. Хотя сейчас Кериму годами не удается издавать написанные им книги, наступит время, когда о нем и его лирике будут выходить научно-исследовательские работы и монографии. И если бы у нашего народа было достаточно национального самосознания, он освободил бы своего поэта от опутывающих, не дающих ему продохнуть проблем, вручил бы ему золотое перо и дал бы возможность сосредоточиться только на творчестве. Но привыкшие к бедственному положению, наши души не смеют верить, что такое время когда-нибудь наступит. Я вполне отдаю себе отчет в том, что говорю. Если бы Керим родился русским или англичанином, его имя уже обошло бы полсвета, и его книги издавались бы на главных языках мира. Наше счастье, что он родился абазином. Но мы до того несчастны, что до сих пор не способны по достоинству оценить этого, данного нам Богом, человека. Напомню, что эти слова были произнесены еще в сентябре 1993 года. В мае 1994 года Кериму исполнялось 45 лет.
И в связи с этим газета, в которой он работал, отвела ему целую полосу. И здесь были помещены выступления Фатимы Апсовой, Ксении Озовой, Николая Мураткова, Беляля Хасарокова. И общим мотивом, объединяющим вот и эти выступления, являлось «большой поэт». Этот же лейтмотив присутствовал и в редакционной статье, где отмечалось, что МХЦ твердо установил в абазинской литературе лирическую поэзию. Всех нас заставил поверить, что и на нашем языке можно создавать классические строки. Обращаясь к поэту, Ксения Озова говорила: «Я уверена, что твое перо по остроте не уступит известным всему миру поэтам, что наш язык не исчезнет, покуда существует в нем твоя поэзия, что твои стихи, словно крылатые птицы, донесут до сердца нашего народа наши огорчения, обиды и радости». Фатима Апсова признавалась, что поэму «Маленький человек» она полюбила как собственную душу, что весь мир поэта, сердце его и поэзия слились в единую звезду, нетленно сверкающую над ее судьбой. Не безинтересно заметить, что сборник «Вы не узнаете, кто я» не удостоился ни одной профессиональной рецензии, ни одного читательского отзыва. А вот на книгу «В миг полулета, полуосени» поступило несколько отзывов. В одном из них Зоя Гукева, рассматривая отдельные стихотворения, приходила к выводу, что в сердце человека, написавшего их, не может быть никакой грязи, что он должен быть чист душой и совестью, иначе не сумел бы создать столь чистые и ясные строки. Мне кажется, это наблюдение очень верным. Своим впечатлением о поэзии МХЦ на страницах газеты «Абазашта» делилась и поэтесса Лариса Шибзухова. Хочу привести из ее статьи развернутую цитату. «Он давно опередил нас в пути и, возвращаясь, несет нам навстречу открывшуюся ему истину. Слова любви и самосохранения. Керим умеет и чужую боль прочувствовать как собственную, раскрыть и преподнести ее созвучными душе словами. И свою боль ему удается донести до сердца читателя, вызывая ответную жалость и соучастие». Рассуждая о своих личных предпочтениях, автор статьи далее сообщала: «Если бы меня попросили выделить из поэзии МХЦ одно, на мой взгляд, лучшее произведение, оглядываясь и на другие, я тем не менее указала бы на поэму «Воспоминания». Поэту удалось вплести в нее и то, что вложено в него нашими предками, и лично им возвращенные любовь и боль к своему народу. Одна только эта поэма позволяет Кериму вступить в мировую литературу». Завершалась публикация собственным видением перспектив поэзии национального автора. Пройдут времена, переменятся люди и жизнь, но никогда не исчезнет и не потускнеет красота слова Керима. 25 августа 1999 года Керим стал лауреатом Международной премии имени Умара Алиева. Поздравляя его с этим знаменательным событием, представители Абазинского культурного центра в городе Ставрополе писали в телеграмме: «Мы не сомневаемся, что творчество Керима достойно самых высоких наград мира». В мае следующего, 1999 года, Кериму исполнилось 50 лет. На юбилей поэта профессор Владимир Батахович Тугов откликнулся статьей под названием «Поэзия разума и чувств», в которой со свойственной ученому академичностью Владимир Батахович четко и лаконично определил основной характер поэзии МХЦ. Цитирую: «С его именем связан качественно новый этап развития национальной поэзии. Стихи и поэмы МХЦ внешне неброски, не одеты в яркие поэтические одежды. Это создает иллюзию безыскусности, абсолютной простоты. Но простота эта сродни пушкинской и обладает такой глубокой философской и эстетической мыслью,
что пытается вобрать в себя и выразить сущность многосложного бытия. Прозрачная, но неисчерпаемая глубина. Вот, вероятно, самая характерная особенность его поэтической индивидуальности. Он же отмечал, что лирика поэта вписывается в художественные искания мировой литературы. В связи с полувековым юбилеем МХЦ опубликовала свою заметку в русскоязычной газете «Экспресс-почта» и Мира Тлябичева. Но отзыв ее представляется до такой степени значительным, что хочется процитировать ее почти целиком. Сказать, что Керим МХЦ большой поэт, что его творчество – удивительное явление в абазинской литературе, все равно, что ничего не сказать. О поэзии Керима говорить трудно, как трудно говорить человеческим языком о прекрасной музыке, покорившей нас раз и навсегда. Начиная с самого маленького стиха, кончая большими эпическими произведениями, у него все написано на уровне высокого поэтического мастерства, языком настоящей поэзии. Керим МХЦ действительно редчайший поэт, у которого каждое слово сияет, излучая свет добра, любви и боли. Поэт Керим МХЦ – уникальная личность. Бог один раз в столетие дарит народу такие самородки. Абазинский читатель давно называет своего любимого поэта абазинским Пушкиным. Но к этому я бы добавила то, что мастерство Пушкина в творчестве Керима удачно сочетается и с нежной лирикой Есенина, и с мужественным поэтическим стилем Маяковского. Как удалось природе слить воедино этих титанов поэзии, известно одному Богу. Я бесконечно благодарна Богу и своей судьбе, что в одну эпоху, в одном мире и на одной земле живу рядом с удивительным человеком и прекрасным поэтом, имя которого Керим МХЦ. И вновь говорю, который раз стоит жить на этой грешной земле, на которую время от времени Бог присылает своих посланцев в лице пророков, святых и поэтов. Еще ранее в газете «Абазашта» Тлябичева напечатала статью «Мой брат, мой поэт», из которой мне также хотелось бы воспроизвести несколько тезисов. Исполненный небывалой человеческой любовью к исчезающему абазинскому народу, явился удивительный поэт Керим МХЦ, чтобы этот народ уже никогда не исчез бесследно. У МХЦ нет ни одного стихотворения, ни созвучного твоей душе, ни отзывающегося в твоем сердце, ни заставляющего задуматься. В мировой поэзии это удавалось только самым великим мастерам, писавшим лучами своего сердца, сплетавшим стихи нитями собственного сердца. Я не знаю ни одного поэта, с которым можно было бы сопоставить Керима. Как Пушкин является Пушкиным, а Байрон – Байроном, так и Керим МХЦ является собой Керима МХЦ. Поднявший абазинскую поэзию, еще вчера младенцем лежавшую в колыбели до высот мировой, Керим для нашего народа значит то же самое, что Пушкин для русского. Дай Бог, чтобы абазины теперь сумели возвысить своего национального поэта до уровня Пушкина. Кому-то отзыв Тлябичевой может показаться чрезмерным, неумеренным и незаслуженным словословием. Напомним, что она была профессиональным литератором, окончила литературный институт имени Горького в Москве, являлась редактором почти всех поэтических книг Керима МХЦ. И поэтому я полагаю, что она хорошо знала предмет, о котором она выносила свое профессиональное суждение. И я лично с ней абсолютно солидарен. Переходя к заключительной части своего выступления, попытаюсь сделать несколько обобщающих замечаний. Итак, за первые 12 лет творческого пути, а именно начиная с 1963 по 1974 годы, на страницах национальной газеты появилось 8 положительных, подбадривающих начинающего стихотворца отзывов о Кериме. И это о самых первых ученических в прямом и переносном смысле творческих шагах.
Казалось бы, с течением времени количество отзывов должно было увеличиваться. Но, к сожалению, этого не произошло. За десятилетия, с 1975 по 1984 годы, когда были изданы уже зрелые поэтические сборники «Это земля», «В одном мире», «Рассветные цветы», свидетельствовавшие о растущем таланте Мхце, о нем было опубликовано также только 8 отзывов. Сегодня это представляется каким-то недоразумением, как и тот факт, что 5-я книга Керима Мхце «Рассветные цветы», абсолютно мастерски выполненная, не удостоилась даже ни одной скромной рецензии. Но так или иначе, за первые 22 года творчества Кериму было посвящено 16 публикаций. В последующие годы ситуация меняется резко. С 1985 года по март 2001 года, то есть за последние 16 лет творчества Керима Мхце, ему было посвящено 66 печатных отзывов. Это в 4 раза больше того, что было написано о нем за предыдущий период, который мы только что рассматривали. Даже количественное соотношение показывает усилившийся интерес абазинской общественности к поэту с середины 1980-х годов. Всего же за 38 лет служения абазинской литературе Кериму и его поэзии было посвящено 82 печатных материала. За 38 лет 82 печатных материала. Со времени ухода Керима из жизни прошло 24 года. И вот за это время его творчеству было посвящено уже 156 публикаций. Это в 2 раза больше того, что было написано о Кериме за всю его творческую жизнь. Но разница здесь не только количественная, но и качественная. Если при жизни поэта абсолютное большинство всех публикаций осуществлялось на страницах абазинской газеты и на территории Карачаево-Черкесии, то в посмертный период география изданий значительно расширилась. Это Аахен, это город в Германии, Москва, Грозный, Ставрополь, Пятигорск, Сухум, Краснодар, Майкоп, Невиномысск, Черкесск, Карачаевск. Намного увеличился удельный вес научно-исследовательских работ. Более 60 научных статей было опубликовано в различных научных изданиях и сборниках, а более десятка в журналах Георгика, Абаза, Абазги, Сухум, Слово, Веси, Переводчик, Вестник Адыгейского государственного университета. Отдельным пунктом выделим и факт того, что результаты исследований поэтического наследия Керима Мхце прозвучали на многочисленных региональных, всесоюзных и международных научных конференциях, состоявшихся в различных городах Северного Кавказа. Среди печатной продукции о поэте последнего времени значатся 2 брошюры, 1 книга, 4 исследовательские монографии. Не имея возможности охватить обзором всю публикацию посмертного периода, мне хотелось бы просто перечислить наименования крупных изданий. Моя монография «Керим Мхце. Наброски к творческому портрету» вышла в марте 2001 года еще при жизни Керима Мхце. Это была первая книга о Кериме, и она посвящалась различным аспектам поэтического творчества Мхце. Спустя 4 года, в 2005 году, вышла другая монография «Метрико-ритмическая палитра Керима Мхце периода становления», созданная Марией Атпазовой со мной в соавторстве. Еще через 3 года, в 2008 году, увидела свет выпущенная Айшат Хайцуховой и мной другая монография под названием «Ранняя лирика Керима Мхце».
Затем в 2012 году Малиной и Муратом Узденовыми была издана книга «Тепло твоей поэзии храним. Керим». В самом конце 2016 года в Москве вышла моя обобщающая монография о жизни и творчестве Керима Мхце под названием «Сюда пришел я, чтобы здесь остаться». Все это воспринимается как заслуженная дань уважения памяти человека, поднявшего свою национальную литературу до уровня классических высот. Стихи Кериму посвящались еще при жизни, но наиболее активировались эти посвящения после того, как Керим Леонидович ушел из жизни. Сегодня таких посвящений насчитывается более 20. Среди них наиболее удачным мне представляется миниатюра карачаевского поэта Юсуфа Сазарукова, в названии которой «Король» выразилась главная профессиональная и сущностная черта абазинского поэта. Когда король и шут меняются местами и верховодит зло по всем другим местам, тогда лишь тот король, кто во всемирном сраме посмеет быть собой, послав весь мир к шутам. Спасибо за внимание. Всего доброго.